Чеченская земля стала убежищем для почти 50 человек из Луганска и Донецка, где вовсю шли боевые действия. Среди гостей 22 ребенка со своими мамами. Сразу по прибытии в республику нуждающихся в срочной психологической помощи разместили в центрах реабилитации Минздрава и Министерства труда, где им оказали всю необходимую поддержку. Ты тоже туда хочешь, что ли? Здесь, туда его, зависит от тебя. У Андрея Габриляна детский церебральный паралич, но, несмотря на это, он мечтает стать таксистом. В свои 9 лет мальчик любит играть в шахматы и читать книги. Специалисты говорят, что в день приезда в республику в глазах ребенка и всех его земляков был виден только испуг и шок. Сегодня у Андрея совсем другое настроение. В самом начале дети были немножко запуганные, особо в контакт не хотели вступать. Сейчас они уже более в игривом настроении и нас уже лучше воспринимают. И охотно и с нами общаются, и играются здесь, и в игровой, и с нами, и с воспитателями. В эмоциональном плане, конечно, у них намного лучше состояние, чем при поступлении. В республике всем гостям было предоставлено бесплатное лечение, питание, проживание. Кроме того, для них почти ежедневно проводили различного рода развлекательные мероприятия. Все затраты взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня, спустя почти месяц пребывания в Чечне, дети собираются покинуть гостеприимную Кавказскую землю. Тут хорошо, мне понравилось. У вас отличный город. Если получится, я приеду сюда жить. На прощание гостям столицы устроили прощальный обед. В кафе «Майдан» к ним присоединился заместитель председателя правительства Абдул Магомадов и министр труда, занятости и социального развития Махмуд Ахмадов. Было поручено Министерству труда и социального развития Минздраву провести всю необходимую работу. Они были размещены и в детской больнице, и в санатории Серноводск, а также в реабилитационном центре Министерства труда. Всю необходимую помощь, медицинскую реабилитацию и психологическую реабилитацию детям мы постарались сделать, максимально создали условия. После вкусного обеда гостей уже ждут автобусы, которые прямым ходом доставят жителей Луганска и Донецка на родину. Все 22 ребенка за время пребывания в Грозном получили всю необходимую помощь и много положительных эмоций, которые помогут справиться детям с прошлыми потрясениями. Дагмара Касаева, Аслан Альбукаева и Левтина Банадыкова. Новости.